Вторая часть нашего интервью у Дмитрия Алексеевича Сысоева, присоединившегося к нашей инициативной группе по увековечению памяти, восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии. Вы привели в первой части цитату из философа Леонтьева, который сказал, что если Россия пойдет против Христа, против России, если Россия пойдет против Христа. Это напоминает слова еще Достоевского, что, выбирая между Богом и истиной, я выберу Бога. Но вот я считаю, что я верю в пользу научного просвещения, что именно оно решит всю вот эту проблему с культами людей недостойных такого восхищения. И вот поэтому опять попытаемся навлечь на себя еще больше это негодование тех, кто не хочет разбираться в истории. Я хотел бы сказать, научное просвещение – это замечательно, но если оно оторвано от духовных оснований жизни, то оно не достигнет вот того результата, о котором мы мечтаем, может быть, и хотели бы, чтобы это реализовалось, потому что только на базе духовной укорененности, потому что по-настоящему научное знание, оно не антипод религиозного мировоззрения, наоборот, мы, если посмотрим и в историю, и в современных условиях, многие выдающиеся ученые, они сопрягали свои достижения в той или иной области научного знания именно с укорененностью в вере, в религии. И многие вещи были бы более понятны, очевидны необходимость этих изменений, положительных с точки зрения научной, для людей, которые бы подготовлены были еще и духовно. Я думаю, что эта вещь, или крылья одного, этого полета. Поэтому с одной стороны это научное просвещение, но с другой стороны это работа над повышением духовного уровня людей. И тогда я думаю, что многое было бы гораздо проще и успешнее реализовать в наших условиях. Я тоже считаю, что если не придираться, по большому счету это одно другому не мешает и это помогает созданию общественного мира и согласию на движению вперед в сторону гуманизма, ценности человека, его прав, уважения людей друг к другу, к интересам друг друга, чтобы люди друг другу помогали жить. И по поводу научного просвещения я хочу сказать, что эта правда о Второй мировой войне, участие нашего народа в нем и тому, как власть советская помогала, в кавычках, нашему народу пройти безболезненно этот период истории, я хочу сказать, что после войны Сталин устроил новую волну репрессий против победителей во Второй мировой войне, именно военачальников. Там устроил репрессии даже целыми армиями, руководителей целых, видов армий, прекратились репрессии. Дальше. Очень много инвалидов, людей раненых после войны жили, в том числе в крупных городах, и по-моему, даже на следующий год Победы Сталин приказал убрать всех инвалидов, всех людей без ног, без рук, их из Москвы в Валаам. Это какое надо неуважение. Снят фильм даже на эту тему, очень пронзительный. Чтобы люди не видели сцену войны. Режиссера, но это абсолютно то, о чем вы говорите. Чтобы люди видели, что война прошла безболезненно. Где вы видите этих умерших, они в земле, их до сих пор миллионы людей в земле, их просто забыли, хотя в Германии всех воинов нашли, всех до одного, а у нас миллионы людей до сих пор не найдены. До сих пор их еще, прах их выкапывают, А Сталин приказал очистить крупные города от инвалидов, чтобы люди не видели цену войны и чтобы они восхищались Сталином, как он замечательно и скрывал точную правду о потерях в войне. Услышал, что у Германии 7 миллионов потеряны, и нам до конца жизни врали, что 7 миллионов потерь в войне. Это, во-первых. Дальше. Вы вначале сказали, что тоже вы не согласны с тем, что Сталин был, извратил эту идею хорошую Ленина, что Ленин не был таким жестоким человеком. А когда архивы вскрылись, было видно, что Ленин был намного более жестокий и, человек
Просто Ну, преступник, вот извините. Мне сложно говорить о том, кто из них более, так сказать, преступен. Я говорю, ягода одного поля ягода, скажем так, да, сложно говорить там учитель, ученик, но они где-то были приблизительно, да, по возрасту близки. Вот. Это люди, да, действительно одного круга, с одинаковыми установками и с одинаково русофобски настроенными внутренне, поэтому если бы Ленин там пожил подольше, я думаю, что он сотворил бы еще больше зла, но и того, что он сделал, уже вполне достаточно, да, потому что массовый террор, который начался вот, при советском режиме, он начался именно при Ленине. Да. Сталин продолжил, да, он, повторяю, как-то упорядочил эту систему, это действительно приобрело характер системного уничтожения, та же система концлагерей, да, которая возникла. Поэтому я говорю, что не случайно это в русском обществе рождало ответную реакцию. И вот я тут вспомнил как раз одно из казачьих стихотворений, да, даже это, по-моему, слова песни казачьей вот периода Советско-германской войны, значит, звучало это так, что «Не за власть кремлевской клики, тунеядцев, подлецов, за народ казачьи пики будут бить большевиков, за поруганную церковь, за расстрелянных отцов, за погибших в 1933-м всех кубанцев и донцов». То есть вот с такими настроениями, да, люди шли в бой, так сказать, не против Родины, я повторяю, а против вот того режима. При этом вот наш разговор, я надеюсь, будет правильно воспринят, в том смысле, что мы не принижаем подвига людей, да, солдат, которые защищали Родину вот, в том ее понимании, да, какое у них было. Это абсолютно, так сказать, вещь, не подлежащая какому-то осуждению. Там, да, вот это нужно правильно понимать. Мы говорим о том, что наш народ был вот поставлен в эти трагические жизненные обстоятельства. И, разумеется, не у всякого находилось, может быть, и мужество, и понимание вообще вот того, что происходило. Ведь с учетом той пропаганды, которая осуществлялась. Мы видим даже вот и на примере и нашей, да, и там украинских реалий, как пропаганда может, так сказать, промывать человеку мозги, да, и что у него вообще... Вот, я до сих пор удивляюсь, почему на той же Украине там сбивают памятники Ленина, хотя именно этот человек дал им вот ту систему, вот эту автономизации, да, которая у них сейчас возникла. Вот. Но это тоже отдельная тема. И при том же Сталине как раз вот эти области, прежде населенные стопроцентно русскими людьми, подверглись насильственной украинизации. Вот. Так что Сталин в этом смысле ответственен и за эту ситуацию в какой-то степени. Вот. Так что вот при анализе исторических событий того или иного времени, будь то там 30-е годы, будь ли там вот период войны или наши современные условия, нельзя эти периоды вырывать из контекста. Нужно смотреть на них вот в исторической перспективе. Да. Да? Вот почему это все возникло. Вот не произошло бы той же революции, я думаю, что, конечно, история не знает сослагательного наклонения, да, но я уверен, что и, возможно, событий Второй мировой войны просто не было бы, да? Да. Ведь посмотрите, если бы Россию не выбили вот те же большевики, вот мы говорим тут, власовцы предатель, извините, а Ленин разве не предатель, который абсолютно в условиях войны, да, в условиях, когда Россия уже находилась на пороге победы, значит, повел вот эту политику на разрушение, да, на разложение армии. Да? Это вот для советских людей, может быть, такой пример будет более понятен. Это все равно, что если мы возьмем в период так называемой Великой Отечественной войны, да, когда советская армия находилась, условно говоря, в предместьях Берлина, вдруг нашлась бы сила, которая бы начала разлагать ситуацию внутри страны. Как бы мы отнеслись к ним? Вот с точки зрения, так сказать, режима, да, это предатель. Вот. Ленин – это предатель исторической России. Поэтому люди, которые до сих пор его поддерживают, или там того же Сталина, как продолжатель дела Ленина, ну, извините, значит, для вас Россия ничего не значит. Значит, вы действительно поборники вот той системы, режима и более ничего. Вот. Поэтому вот эти вещи очень важно понимать, повторяю, рассматривая в контексте общеисторическом. Иначе мы просто не поймем ничего, почему так произошло.
почему вот те же миллионы, да, вдруг на стороне исторического, так сказать, противника, да, России. Ну, хотя не в полной мере, да, потому что были периоды и очень, так сказать, тесного взаимного сотрудничества, да, германского русского народов. И, кстати говоря, эта ситуация, она была во многом спровоцирована и другими странами для того, чтобы вот эти сильные государства в начале 20 века лишились своих исторических режимов. Та же Германия, да, Российская империя, Австро-Венгрия. Вот. Так что это все сложные, на самом деле, процессы такого международного характера. Дмитрий Алексеевич, по поводу переименования улиц с названиями вот, советских терминов, коммунистическое, там, советское и так далее. Главный аргумент против этого, что высокая дороговизна этого мероприятия в условиях нашего неидеального уровня жизни. Как бы вы это прокомментировали? Знаете, вот мы с этой идеей на уровне Саранска, если возьмем, да, мы выступали, если мне память не изменяет, с 1999 года. У нас было первое обращение на эту тему еще к прежнему главе города Николаю Яковлевичу Нейкову, который так, в принципе, поддержал эту инициативу, но в реальности она не была реализована. Вот, хотя был момент, когда мы прошли и публичные, так сказать, слушания, и в Общественная палата Республики Мордовия тогда положительно оценила. У нас даже приезжали представители, существует такой фонд Возрождения, да, который как раз занимается вот этими вопросами. Кстати говоря, вот на сайте этого фонда можно найти четко прописанную инструкцию пошаговую, да, как эти вещи можно спокойно, без каких-то излишних издержек решить. Вот мы еще в прошлом году хотели вновь поднять этот вопрос, вынести его, опять же, так сказать, обращаясь к городским властям, потому что в ноябре прошлого года как раз исполнилось ровно 100 лет с момента тотального переименования улиц нашего города. Но я понимаю, что вот очередное наше обращение, оно опять же вызовет вот в качестве ответа то, о чем вы сказали, что у нас просто, извините, нет средств, что тут поделаешь-то, да? На самом деле это не требует каких-то дополнительных средств, это может решаться постепенно, поступательно, да? Ведь мы меняем паспорта, мы меняем, так сказать, это не что-то может быть сиюминутное какое-то. Я повторяю, вот на сайте Фонда Возрождения можно найти, там есть целая рубрика, да, которая, повторяю, пошагово прописывает всю эту процедуру, да? Это, в общем-то, сделано для того, чтобы, в том числе представители администрации тех или иных населенных пунктов, брали для себя на вооружение, чтобы это не вызывало вот такие вот аргументы. Они очень, на самом деле, несостоятельны по сути своей. Здесь вопрос политической власти и необходимости вот менять все это, вот возвращаясь к аналогии с наведением порядка, да, в собственном доме. Вот если в сознании людей у власти, да, четко, так сказать, установка эта будет существовать, да, я думаю, что эти вопросы можно будет легко решить. Более того, при всех контраргументах, что вот это надо экономикой заниматься, не пустотой вот этой вот, я все-таки считаю, что ни о каком экономическом расцвете не можно будет говорить, пока мы, вот, повторяю, не очистимся от этих человеконенавистнических рудиментов. Вот. Как минимум, да, возвращение исторических названий. Я повторяю, мы не сторонники там, переименований, да, это иначе это вообще превратится в какую-то игру, потому что много у кого каких, так сказать, желаний будет и существует. Мы просто хотим вернуться к тому, что исторически было, что было названо нашими предками. Ведь посмотрите, большевики никого не спрашивали в 18 году, когда они вот тотально переименовывали, никаких там плебисцитов на эту тему не устраивали. Еще один момент я хотел бы вспомнить, именно из советского периода. Блокадный Ленинград. В условиях блокады, почему вдруг, да, власти города решили переименовать несколько улиц, вернуть им исторические названия? Невский проспект в том числе. Да, да. Это, казалось бы, да, уж там вопросы недостатка средств, я думаю, не стояли. Почему? Вот. Ну, в том смысле, что город вообще находился, так сказать, на грани, да, того, что он будет захвачен. Вот. Тем не менее, люди решали эти вопросы, казалось бы, да, не первого порядка. Вот. Но они понимали, что, наверное, в этом все-таки есть некий смысл. Вот. Так что
Я считаю, что это вопрос важный, насущный. При всей вроде бы, да, такой вот его отстраненности. И я думаю, что в этом году мы будем продолжать обращать внимание на необходимость вот, возвращения исторических названий. Это не блажь какая-то, это не просто вот идея фикс саранских монархистов. Это на самом деле то, что происходит во многих уголках нашей страны. К сожалению, вот, если бы центральная власть в России как-то поощряла эти процессы, да, и была бы дана установка на места, я думаю, что все это изменилось бы в одночасье. Но сам процесс, он идет, вот этого постепенного очищения. Потому что я регулярно, вот, так сказать, просматриваю, да, информацию по поводу инициатив по возвращению исторических названий. Во многих уголках нашей страны этот процесс, он идет. Так что, вот, к сожалению, наш город, он в этом смысле как аутсайдер такой, да, мы плетемся в хвосте, потому что у нас не возвращено ни одного исторического названия, к сожалению. Провинциальность. Вот наша инициативная группа, она еще предлагает другие пожелания к нашим региональным городским властям, которые уже реализованы в десятках городов нашей страны, и этим мы берем, как сказать, пример с лучших практик нашей страны. Первое пожелание в том, чтобы ежегодно проводилось поминальное мероприятие памяти жертв политических репрессий, и желательно глава республики брал пример с президента страны и раз в год выступал со словами соболезнования еще живым репрессированным и семьям репрессированных земляков. Как вы к этому относитесь? Я только положительным образом отношусь к этому. Действительно, это необходимо. Понятно, что маховик репрессий, да, он не только невинных людей, так сказать, захватил, он часто переламывал и прежних, так сказать, мучителей, да, и тех, кто терроризировал, в свою очередь. Но этот режим, он создал такие условия, что они сами, как пауки в банке, да, поедали друг друга. Но, тем не менее, мы, как христиане, да, мы должны молиться о спасении душ, да, людей. И действительно, вот весь этот вопрос, он тоже во многом носит еще, повторяю, вот духовно-религиозный характер. То есть, если мы заботимся о спасении своей души, мы должны стремиться не только вот внутри себя все это приводить в порядок, да, но и влиять на то, чтобы ситуация вокруг нас, она тоже менялась к лучшему. Вот почему я и говорю, что вот эти вещи, так сказать, одной медали. Пока мы внутренне не преобразимся, да, наверное, и окружающий мир тоже не изменится. Пока мы для себя не, как вам сказать, не уясним вот эти фундаментальные, да, истины, в понимании того, что есть добро, что есть зло, мы все так же будем жить вот в этой атмосфере всесмешения, когда мы, с одной стороны, повторяю, да, возрождаем историческую Россию, а тут же другой рукой сохраняем наследие тех, кто ее уничтожал. Да, то есть человек может заниматься наукой и действовать в своей жизни только тогда, когда у него уже сформированы ценности, и они фундаментальны, и они проверены временем, и когда у него есть представление о мире, как устроен мир, только исходя из этого он уже дальше может заниматься наукой, чтобы... Да, но и потом я говорю, что мы все-таки должны исходить из того, с понимания того, а продолжателями чего и кого мы являемся сегодня. Да? Мы просто вот неизвестно откуда возникшее перекати поле, или все-таки за нами стоит тысячелетняя культурная мощная традиция. Если мы исходим из этого, то мы должны ориентироваться на то, чтобы не предавать забвению наследия наших пращуров. Вот почему мы наследие вот тех людей, которые выпали вот из этого последовательного ряда, да, мы возводим в некий культ, мы их сохраняем всячески, да, а вот десятки поколений прежних мы фактически игнорируем. То есть для нас они, получается, ничто. Вот. Следующее наше пожелание в том, чтобы увековечивать память репрессированных земляков в форме крепления мемориальных досок и памятных табличек, по-другому называется, на стенах последнего места жительства. Их, да. Хотя их, конечно, мало сохранилось, но тем не менее. Я тоже сторонник этого, но, я повторяю, было бы странно видеть, например, такую доску на доме, где рядом с ней стоит указатель улица Ленина, например, да? Или улица Коммунистическая, или улица Большевистская. Да? То есть жертва и палач на
одном, так сказать, уровне. Вот, я думаю, что лучшим подарком, не то что подарком, не совсем, наверное, правильно звучит, лучшей памятью, наверное, да, о тех людях, жертвах этого режима будет как раз вот удаление с наших улиц имен палачей нашего народа. Это важно. Согласен. Следующее наше пожелание в том, чтобы установить в центре Саранска, как и во многих десятках городов нашей страны, памятник жертвам политических репрессий. Да, однозначно так, чтобы это не был где-то на окраине, на обочине какой-то обелиск, да, а чтобы это действительно было на виду, чтобы в определенный день, вот, о котором вы сказали, да, люди бы могли подойти, организовать какое-то памятное мемориальное мероприятие, посвященное памяти жертв, чтобы действительно память об этих людях была жива. Вот еще вот я, кстати говоря, из своей семьи могу привести пример. Сестра моего прадеда, Прасковья Алексеевна, она была глубоко верующим человеком, жила в семье вот саранского врача, помогая ему. И вот именно в 30-е годы за веру она вместе с этим врачом была репрессирована, сослана в Среднюю Азию. И этот человек потом вернулся и сказал, что она предсказала как раз и день своей кончины, и то, что его-то отпустят. Это вот было удивительно. Вот в нашей семье память об этой женщине, она глубоко чтится. Да, вот. Поэтому, когда я услышал о вашей инициативе, у меня вот какая-то первая ассоциация вот возникшая, да, она была связана с нею, да, потому что вот мы уже никто ее не видели, естественно, да, даже фотографии у нас, к сожалению, в семье не осталось ее. Я вот все думаю, может быть, где-то в каком-нибудь архиве ФСБ, да, есть эти документы 30-х годов. Вот мне бы, конечно, хотелось восстановить какие-то данные, да, вот о ее последних месяцах, да, или годах жизни. Вот, но это вот факт такой. Как раз вот, я повторяю, сближает с этой темой и не дает говорить о ней просто как-то формально, а всегда вспоминаешь людей, которые вот претерпели. Я знаю еще, ведь часто такой есть еще стереотип, что ссылались там так называемые кулаки. Кстати, кулаки — это как люди, как правило, наиболее трудоспособные, да, и немало сил полагающие на дело, и в свою очередь и дающие и работу, и другим. Вот, но у меня даже была небольшая работа, статья, подготовленная на эту тему, вот, периода коллективизации в Саранской округе. Вот, на примере деревни, где вот из которой вышел вот как раз дед по материнской линии моей. Так вот, там ссылки, да, репрессиям подверглись многодетные семьи, да, то есть люди остались вообще без куска хлеба, вымирали. Вот, и вот все эти разговоры о том, что вот Сталин как бы не знал о чем-то, да, это человек, который ответственен в плане организации самого режима. Помимо того, что он сам подписывал, да, какие-то расстрельные документы, он создал саму систему вот этого уничтожения нашего народа. И это не может быть никоим образом никак оправдано. Поэтому никакие достижения сталинской эпохи не могут оправдать вот этого режима. Я здесь хотел бы еще такой момент затронуть. Всегда нужно задаваться вопросом, во имя чего и какой ценой. Вот с точки зрения нравственной, да, этот режим не подлежит никакому оправданию. И вот пока сознание этого не утвердится, да, в умах и в сердцах людей, я думаю, что ничего, к сожалению, к лучшему не изменится. Потому что у нас вот какой-то водораздел, он, начиная с 17 года, да, в обществе существует. Я не знаю, там процентное соотношение меняется, иногда кажется, что в лучшую сторону, но тем не менее все равно достаточно высокий процент людей все еще вот в этих стереотипах. Иногда, может быть, играет такая установка, что вот вспоминается детство, спокойствие какое-то, да, более-менее уравновешенная система, потому что понятно, что это, как вам сказать, некоторые таким образом ищут оправдание, чтобы посмотреть сейчас как плохо, да, там, а вот раньше-то было хорошо. Когда мы
говорим о преступлениях там, сталинского времени, это не значит, что мы оправдываем какие-то негативные элементы сегодняшнего дня. Но при этом мы должны понимать, что пока мы, повторяю, вот не очистимся от этого разрушительного прошлого, ни о каком подлинном возрождении говорить не приходится. Зарядка камеры, к сожалению, скоро закончится, поэтому постараемся быстрее. Значит, следующее наше пожелание в том, чтобы организовать в одном из исторических зданий, или некоторые считают в нескольких музеях одновременно, постоянно действующих выставок памяти жертв политических репрессий, а в перспективе организовать в Саранске, тоже как во многих городах, даже в некоторых по нескольких музей памяти жертв политических репрессий. Ну, с учетом реалий сегодняшнего дня, я не думаю, что, опять же, тут вопросы возникнут экономического порядка, да. Хотя с учетом того, что есть подвижники, да, готовые вот эту идею реализовывать, если есть такие люди, то действительно, может быть, это проще было бы организовать, может быть, это не какой-то, для этого не нужно какое-то огромное там помещение, да, но иметь какой-то, пусть небольшой зал, который был бы посвящен вот этим событиям, который правдиво, объективно рассказывал о событиях того времени, это вещь насущная. Но мне кажется, что периодически что-то подобное и Краеведческий музей наш организует. Я не могу здесь ручаться стопроцентно, да, но вот, может быть, это, если бы это, конечно, была такая стационарная какая-то, да, регулярная выставка этому посвященная, я думаю, что это было бы действительно уместно, это важно, потому что мы не должны забывать, да, мы не должны забывать об этом. И там архивные материалы, воспоминания репрессированных и так далее. Моя точка зрения, я не настаиваю, подходит очень хорошо два здания. На Советской, так называемой Советской площади, здание городской администрации, это же памятник истории, туда вот бюрократия заселилась с советского времени. Если их с учетом нашей оптимизации общего государственного аппарата перенести в другое место, допустим, есть стадион, тоже вот некоторые предлагают, там помещения огромные, там они очень удобные и в центре города для администрации, или в другом месте. А это здание сделать музеем, как еще была надежда в 80-х годах, и в том числе один этаж сделать под музей репрессий, или, вот, мне кажется, еще более лучше, это здание прокуратуры, видимо, скоро, я так понимаю, его хотят снести, а оно находится рядом со зданием бывшего НКВД, в котором производились пытки тысяч людей, расстрелы сотен людей в подвале, известно, с какой стороны этот подвал был, где расстреливали. Если рядом с ним здание прокуратуры, которое составляло книги памяти, участвовало в реабилитации, почему бы это здание или часть этого здания не сносить, а превратить в музей памяти жертв политических репрессий, которые находились именно рядом с тех местом, в котором женщины стояли, дети, ждали, хотели увидеть своего репрессированного человека, а в подвалах там ночью слышались... Извините, но скоро заканчиваем. Извините, пожалуйста. Можно мне взять книгу просто? Возьмите, конечно. Вам не помешает где-то встреча? Вот как вы относитесь? Давайте я вам подам. Подходите. Вот эти два здания. Ну, я думаю, коротко. что Да. можно отчасти использовать и имеющиеся помещения того же Краеведческого музея, да, того музейного комплекса, который ныне существует. Я думаю, что его возможности вполне могли бы это позволить. Понятно, что вот здание, разрушенное здание прежнего КГБ, да, было бы, может быть, тоже как раз уместно, но теперь его нет. Вот. Ну, это уже такой вопрос технического порядка. Да, вот. А то, что там здание историческое для этой цели использовать, у нас, к сожалению, здание-то их осталось буквально наперечет такого порядка. Но я повторяю, что это вопрос технический. Я думаю, что вполне можно это сделать и в рамках вот музейного комплекса. Как вы относитесь к тому, чтобы продолжать революционный процесс в отношении граждан, проживающих на территориях, впоследствии вошедших в состав Мордовского округа в период проведения красного террора, военного коммунизма, разгулачивания, коллективизации, большого террора, уничтожения религии, ликвидации классов, национальных депортаций, там, понятно, да. борьбы с элементами. Ну, вы знаете, вот с точки зрения как бы законов исторической России, эти люди не нуждаются в каких-либо оправданиях, да? Они в этом смысле, ну, не совершили ничего преступного, да?
это ведь реабилитация с точки зрения там, советского, опять же, режима получается. Государство должно признать Но свою ошибку. Государство очень, оно действительно должно окончательно как-то поставить точку в этом вопросе. Вот был шанс к тому, чтобы это сделать и в 2017 году, и в 2018 году. Это очень, подходящие для этого были даты, потому что как раз в эти года, в 2017 мы вспоминали о событиях начала нашей национальной катастрофы, да, Великой Русской смуты 20-го столетия, а 2018 год воспоминания о столетии мученической кончины царской семьи. И как раз вот в эти года было бы уместно со стороны власти заявить подобное. К сожалению, власть промолчала. Только православная церковь заявила об этом как о страшном преступлении, совершенном в нашей истории. Так что, конечно, этот процесс необходимо продолжать, да, безусловно. Это важно для родственников репрессированных. Но в первую очередь, я повторяю, было бы важно на общегосударственном уровне признать преступность того режима, который фактически узурпировал власть, да, и в течение многих десятилетий паразитировал на теле нашей Родины. И действительно принести покаяние, да, вот в том, что было совершено. И опять возвращаюсь к идее судебного процесса над коммунистическим режимом. Потому что, повторяю, удивительно, в Германии нет мощной фракции НСДАП в современных условиях, да? Но коммунистическая фракция в Российской Думе, да, это явление, так сказать, достаточно серьезное. Тут много можно о чем еще сказать, я думаю. Но вот эти симптомы, к сожалению, или эти факты, да, они говорят о том, что мы еще далеки от окончательного постановления точки в этом вопросе. Но надеюсь, что все-таки это рано или поздно произойдет. И вот, видимо, мы не успеем. Хочу в конце представить вас. Еще наши пожелания – это открытие архивов, думаю, по большому счету, в том числе открытие географически точного месторасположения мест массовых захоронений в Мордовии и обнаружение этих мест, облагораживание, возведение мемориального комплекса, в том числе у Богоявленских родников. Там уже есть и часовня. Вы в целом это поддерживаете? Да, разумеется. Да, это наш долг. Это наш долг от людей, понимающих и болеющих за судьбу России и ее будущее, конечно. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что в нашу инициативную группу по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии вошел начальник Российского имперского союза ордена, кандидат философских наук, доцент кафедры истории и философии Саранской духовной семинарии Дмитрий Алексеевич Сысуев. Спасибо вам большое.